13 мая 2026 года мне передали материалы уголовного дела, поступившие в Центральный районный суд города Сочи. Речь идет о так называемом деле политтехнологов. Материалы мне передали граждане Абхазии, которые являются фигурантами этого дела. В этих материалах содержатся ложные сведения, касающиеся в том числе и моего имени. Прежде всего, хочу отметить несколько фактов. Как я уже сообщал ранее, учредителем газеты и в отсутствие полноценного штата редакции, исполняющим обязанности главного редактора этой газеты, я стал только 23 сентября 2025 года, когда газета была зарегистрирована на мое имя в Министерстве юстиции Республики Абхазия. До этого момента к этой газете я не имел никакого отношения ни к текстам, ни к производству. Тем не менее, в материалах уголовного дела появились показания политтехнолога по фамилии Рева, где он говорит буквально следующее. Вот прямая цитата. Примерно в июле 2025 года я поехал в город Сухум на отдых. Во время отдыха я был приглашен своим знакомым по имени Ахрас Мыр поработать в редакции газеты «Абхазский вестник» по части типографской деятельности, включающей работу редактора газеты и телеграм-канала. Вышеуказанный Ахра является главным редактором «Абхазского вестника». Похожие показания дал политтехнолог Будыкин. Опять прямая цитата. Примерно в августе 2025 года я поехал в Сухум на отдых. Во время отдыха я был приглашен знакомым по имени Ахра поработать в редакции «Абхазский вестник» по части типографской деятельности, получения файлов, контроль за печатью газет и выдача готового материала. Вышеуказанный Ахра является главным редактором. Хочу подчеркнуть, ни политтехнолог Рева, ни Будыкин моими знакомыми не являлись. Никакого общения между нами в 2025 году не было. Более того, ни в июле, ни в августе прошлого года я не был редактором газеты. Я никого из них никуда не приглашал, не нанимал, никаких поручений не давал. Группой этих людей, как я указывал ранее, руководил Гарри Цвижба. При этом отмечу, что ранее, в период президентских выборов, я несколько раз видел еще одного потерпевшего по этому делу, Павла Тимофеева. И хочу сказать, что вот тогда он был на связи с политтехнологом Сергеем Толмачевым. Толмачева же в период местных выборов осенью прошлого года я несколько раз видел в администрации президента. Он приходил общаться с руководителем администрации Бесланом Эшба. Что именно они обсуждали, мне, естественно, неизвестно. Следует понимать, что производство по этому делу будет продолжаться долго. Поскольку в ходе дела уже появились ложные показания, у меня нет никакой уверенности в том, что эти политтехнологи не сделают каких-то иных провокационных заявлений в ходе этого дела производства. Это может привести к непоправимым и очень сложным последствиям для Республики Абхазия. И смысл этих последствий понятен каждому жителю нашей страны. Чтобы избежать негативных последствий, связанных с моей текущей работой, на сегодняшний день я являюсь советником президента Республики Абхазия, я принял для себя решение сложить полномочия советника до тех пор, покуда вся ситуация не будет урегулирована в соответствии с законодательством Республики Абхазия.